Еще к тому моменту, когда я заболел раком, я еще заболел короной. Вот этот вот 2020 это именно тот год коронавируса. Вот из-за того, что я жил в деревне к тому времени, у нас вся семья думала, что это какая-то болячка, которая просто немного нашумела. Легкий вирус, короче. А пойдем покажем, Карим, где ты в ковид лежал, вашу красную зону. Мы приехали 13 июля 2020 года. Это вообще пятница 13, да? До этого он мучился. У него то температура, то ухо заболело. Но мы вообще, конечно, рак вообще даже в голову не приходил. Получается, у него за ушами появились шишки. Такие вот, как будто бы лимфоузлы, да? Размером с крупную фасоль. У него была ночная температура. То есть утром он просыпался без температуры. После обеда у него потихонечку температура поднималась. И в течение 2 недель держался около 37 градусов. Мы в этот момент как раз-таки мы выпали на эпоху ковида. 20-й год, июль, ковид. У меня был ракурс, уклон ухаживать за бабушкой, а ребенок, он сейчас сам выздоровеет. А ему становилось как-то так раз и хуже. Один раз моя знакомая заходит, ему что-то Карим говорит, так выглядит, как будто он умирает. Я смотрю, да нет, ну что ты, он всегда бледный, он всегда худенький, у него такой цвет кожи, не может быть такого. Он же вроде кушает хорошо. Ну вот единственное, меня очень беспокоили эти шишки и температура. Я сходила в больницу пару раз, мне сказали, идите отсюда, а то ковид подхватите. Что вы, мамочка, придумываете себе? Сейчас у всех паника, и вы паникуете просто. И я такая думаю, я, наверное, паникую. Когда я заболел, меня держали в общем, в неведении от всего. То есть я вообще не знала, чем это. Я думала, что это какая-то легкая болезнь, которая уйдет за месяц. Потому что мне сказали, что меня всего лишь на месяц посадят. Но посадили где-то на 2 года. Я узнала только тогда, когда я держался в ремиссии. Я поехала на Искуль, там мне пацаны сначала рассказали, я такой говорю, да не, у меня не рак. Потом я нашел папку с бумажками, а там был мальчик болеет раком крови, там было мое фото. И что ты почувствовала? Я почувствовала такое ощущение, как будто вот меня просто, не знаю, обманывали очень долго. Я побежала к маме и сказала, это что ли правда? Сильно напугался к тому моменту, но потом я понял, что раз уж я смог пережить за 2 года, такой, значит, на самом деле это просто тоже нашумевшая болячка. Вы знаете, я думала, с ума сойду. Я думала, вот если что-то с сыном случится, я думала, скинусь с балкона. Я правда так думала? Да. Я очень много, сильно переживала. У меня все время тряслись руки, у меня начали волосы выпадать от стресса. Я все время, я не знаю, я ногти грызла. Знаете, я очень страдала. Что если ты в стрессе, как ты можешь помочь ребенку? Вот если тебе плохо, что ты ему сделаешь? Он будет видеть твои слезы, твои страдания, и он будет понимать, что с ним происходит. Этого нельзя. Состояние начало ухудшаться, температура поднималась. Вместо 37 она уже росла до 38, потом до 39. Это начало почему-то ускоряться, эти процессы начали ускоряться. И я уже тогда сильно занервничала, и я пошла в специальный диспансер, где держали ковидных пациентов, потому что я была уверена, что у моего ребенка ковид, и что его нужно туда госпитализовать. Но нас оттуда выгнали тоже. Нам ничего не назначили, ни анализов, ничего. Мы оттуда пошли домой. И у меня мама в Бишкеке живет, и она сказала, сдай анализы крови, а я здесь в Бишкеке пошлю нашим врачам, и, может быть, по анализам будет видно, что у вас там за инфекция и как лечить. Мы сдали анализы, ждем, а там, видимо, тоже в этот момент все, наверное, анализы сдавали, тоже очередь, наверное. И мы спустя 4 дня нам звонят с Аковой, не присылают, а нам звонят и говорят, это Гаджиева? Да, Гаджиева. Сейчас мы вас свяжем с нашим директором. Мы говорим, а что такое, что такое? И я уже начала сильно переживать.
переживать. И потом мне перезванивает директор и говорит: я вам пришлю сейчас анализы, у вас очень плохие анализы, вам нужно ехать в онкологию или в гематологию. И я по телефону, а я как раз в этот день, мы опять были в больнице, и мы опять пытались попасть на прием, и мы только что вышли с приема, и нам сказали, что вот эти шишки у ребенка за ушами, это у него врожденная патологическая вот особенность у ребенка, да. И доктор посмотрела ему горло, и сказала, что горло не красное, сейчас температуры прямо сейчас нету. Я объясняю врачу, что ночью была температура 39,5, а сейчас почему-то нету, я не знаю, почему так произошло. Она говорит: у вас все в порядке, даже ничего не назначила тоже. И я выхожу, и мне вот как раз-таки звонят, и я с вот этими анализами пытаюсь зайти опять на прием, и мне врач смотрит, и она сама в шоке. Видно, что это первый ее случай за такую практику, что она пока с этим еще не сталкивалась. Вот, там была молодая фельдшер. Вот. Я ее не виню, потому что это человеческий фактор. Мы все допускаем ошибки. И как вообще распознать то, чего ты не ждешь, да? Мне кажется, надо всех детей держать в неведении от рака, потому что подсознание думает, что это что-то легкое, и на подсознательном уровне ты его выигрываешь. Я не знаю, у меня просто был взрыв в всплесках, злость и все в этом роде, но потом я понял, что я только благодаря неведению выиграл эту болезнь, только благодаря неведению. Перед ребенком я не плакала. Перед ребенком я шутила, на позитиве была, прикалывалась. Мы какие-то придумывали всякие вещи, чтобы его взбодрить, чтобы как-то показать ему, какой он нужный, да, здесь, на этом мире. Мы все время, каждый день какие-нибудь квесты устраивали. Мы приносили мыльные пузыри, допустим, мы ему передадим. Он оттуда пускает мыльные пузыри. Мы их типа лопаем, братишка бегает, лопает. Он смотрит, немножко улыбается. Или мы писали: мы тебя любим, там. И тут еще была детская площадка, братишка здесь игрался, а мы друг на дружку вот иногда смотрели. Сначала лежал в ковидном отделении, а потом его перевели вот в палату, вот как раз-таки вот прямо в эту. Потом он еще вот тут вот в палате лежал. Я, все палаты помню. Потом он еще вон там в палате лежал. Но самое много времени он провел именно вот в этой палате. И мы все время приходили, мы здесь писали красивые надписи, здесь были. Мы писали там: Карим, привет, мы тебя любим. Еще мы камушки красили, и вот смотрите, вон там до сих пор камень, который мы в 2020 году разрисовали. А, вот они, да. Это железный человек. Это Соник был. Мы с младшим ребенком, он все время здесь бегал, мы приходили чистые, уходили грязные. С утра и до вечера. И наша сестра-хозяйка нас все время жалела, говорила: вот они опять под окнами. И сразу же рекомендовали пункцию повздошной кости. Оттуда взяли, там пробивают кость, взяли биоматериал, это получается костный мозг. И тут же сделали анализы, через 2 часа уже было готово, и уже было поражение, 82% костного мозга было поражено раковыми клетками. Из-за того, что в костном мозге были вот эти раковые клетки, обычные клетки, там, которые защищают наш иммунитет, которые там гемоглобин, да, растят, которые кровотечение останавливают, эти клетки просто не могли развиваться, их просто не было. То есть, поэтому у него была, как говорят, жидкая кровь, аккан, да, по-кыргызски. Паника была, чувство потери было, чувство того, что я провожу со своим ребенком последние дни, тоже было. Было чувство, как будто бы снимают кино, и это кино с плохим концом. Каждый день я не чувствовала вообще усталости никакой. То есть я приехала в незнакомую среду, да, в город, где у меня нет ни квартиры, нет близкого человека, который меня может поддержать. Потому что моя родная мама на тот момент тоже она с астмой, ей пришлось лечь с Каримом вот в это ковидное отделение.
Она пошла на этот тоже, она же могла тоже там остаться, но она пошла это ради внука. А я чувствовала такой страх, то, что я даже не могу своего ребенка обнять, потому что меня туда не пускают. Вообще к детям с онкологией не пускают, потому что у них нет иммунитета, а плюс еще и химию им дают. У них вообще там вот этот переходный момент от самого первого лечения, самого первого протокола, он самый важный, это смотрят вообще, какой будет ответ на лечение, и это самый опасный момент, потому что неизвестно, что возьмет верх. Или ребенка задавит химия, или его задавит болезнь. Вот. Но без лечения вообще шансов нет, никаких. Нам сказали, если вы сейчас уедете, мы вам даем 2 недели. У вашего ребенка осталось 2 недели. Это лейкемия, лейкоз, АКАН, самое распространенное заболевание у детей, именно онкологическое. Лечение — это агрессивная химиотерапия и сопутствующее лечение, там воспалились, там во рту все воспаляется от химии, это лечим. Подхватил вирус, тут же это лечим. То есть у него бесперебойно стоял катетер, в который ежедневно были вливания, ежедневно. Катетер, там, я не знаю, надо менять, у него вены от химии такие стали тоненькие, каждый раз это страдание, но он терпел очень мужественно. Вот врач так объяснила, что лейкемия — это всегда рак 4-й стадии, и нужно 2 года будет еще биться, и после этого еще не факт то, что болезнь не вернется, потому что рак — это есть рак. В течение 5 лет вы еще будете стоять на учете. Да, это вот такое вот, ты приходишь туда, а потом оказывается, что это надолго, но результат того стоит. То есть это даже если ребенок там себя плохо чувствует, он все равно с тобой рядом. Даже если он сейчас плачет, но ты его можешь как бы почувствовать, да, что увидеть его. Все равно стоит за это бороться. Самый главный совет — это не закрываться и дать возможность людям, которые хотят себе помочь, потому что это такая тяжелая ноша, которую невозможно вынести в одиночку. Должны быть близкие, должны быть даже какие-то люди, которые тебя просто в этот момент обнимут, да, успокоят, поддержат, накормят, там, я не знаю, кровь сдадут. И вот от этого ты вот чувствуешь как будто бы такое ощущение, что как будто бы тебе Всевышний помогает, и как будто бы появляется надежда, что можно вылечиться, и то, что это не конец, и то, что это испытание закончится, пройдут темные дни и наступят светлые дни.